Так устроена жизнь современного человека, что он редко отдает отчет в первопричине, положительно повлиявшей на его жизнь. Вот уже десятки лет в Якутии работает мощная структура «Сила Сибири», которая приносит республике ощутимую долю бюджета. Уже давно действует газопровод через Лену и ширится количество сел, которые подключаются к нему. С каждым годом улучшаются дороги. Автомагистраль Вилюй в скором будущем будет вся заасфальтирована. Сносятся ветхие дома, вместо них высятся новостройки. Сегодня мы встретимся с человеком, который ко всем этим выдающимся начинаниям имел самое прямое отношение. Я непосредственно на стройке 11 лет работал. И меня перевели в один прекрасный момент в город Мирный уже, там Велюгострой. Он же, сама головная контора все время переезжала. А в Мирном они оказались. И я сначала в Удачном, потом в Айхале немного, а потом опять-таки в Мирный. Назначили меня первым заместителем начальника Велюгостроя. Велюгострой тогда была самой большой строительной организацией не только в Якутии, а на всем северо-востоке. Значит, очень много объектов у нас было, строек, значит, тресты там везде находились. Значит, ну и это, я был очень молодой, и мне казалось, ну вот, какое большое дело. Тем более, что мои начальник Велюгостроя Анатолий Петрович Шрябов, ну, великий такой строитель, главный инженер, они в это время, значит, готовились перейти на другую работу в Москву начальниками больших главков. Это все было оговорено и на уровне обкома, и на уровне там, на Министерства энергетики и так далее, и так далее. Значит, а обком партии категорически поставил вопрос, что хватит нам. Там в Велюгострое получилась такая чехарда, знаете, все время приезжие начальники. Они сказали, нет, хватит, должен быть наш. Значит, и как бы вот, грубо говоря, я должен был и менять этих начальников, когда они уйдут. А до того, как это случится, меня перевели в Якутск, в обком партии, чтобы я там набрался опыта. И это для меня... Вы были партийным? Да, я был коммунист, конечно, с молодых лет еще. Значит, и для меня это неоценимый опыт, конечно, был. Я тоже очень ценю, что вот Юрий Николаевич Прокопьев тогда, Виктор Петрович Кудрин, значит, такие партийные работники, они вот отправили в обком пройти школу. Потому что я жизнь совсем с другой стороны понял. Вот мы там строим эти гигантские стройки, гидроэлектростанции, ЛЭПы, которыми мы гордимся. Там, помните, фильм такой был «Карьера» Димы Горина, там они строили эти передачи там, и так далее. Внизу село, а в нем нет электроэнергии. Значит, это же невозможно. Для чего тогда мы все это делали, вот такие вот. Ну и потом, как бы, в обкоме была, знаете, какая система? Там в том числе любой работник, значит, должен был вот в году 365 дней, значит, не меньше 120 дней пробыть в командировках. А чем больше, тем лучше. Непрерывно ездили, общались с людьми, изучали, смотрели. Это такая хорошая школа вообще. Значит, и они абсолютно правильно делали, потому что если они рассчитывали, что как бы вернуть меня назад в Велюгострой, ну я бы уже совсем другим пониманием о республике, о том, что мы должны сделать для республики. Почему вот мы как бы своими задачами заняты, а этими не занимаемся и так далее. Это большое дело. Ну а там совсем по-другому судьба сложилась. Там меня отправили учиться в Академию общественных наук, значит, на 3 года. Очно. Знаете как, я думаю, что и Академия очень много дала, потому что нам по 35 лет предельный возраст, старше 35 уже невозможно поступить. А экзамены там надо сдавать вступительные, готовиться там и так далее. Ну вот мы уже все с определенным багажом жизненным. Значит, кто здесь работал, кто здесь, уже 35 лет, уже зрелые люди. А тебя сажают за парту, не как в институте, где тебе лекции читают, а потом ты что-то говоришь мне. А как в школе.
Так, завтра вы должны выучить это и это, и будем вас спрашивать. Представляете себе, какая была, значит, диссертацию мы там писали, значит, кандидатскую. И это огромная школа. Вот этот багаж, который я получил вот в обкоме и в академии, он мне очень в жизни пригодился. И вот это настолько такая фундаментальная система подготовки была, что я не про себя говорю, а про уровень, который тогда был, давался, что ну, я совершенно себя легко чувствовал, вот, когда начались реформы, там эти все гайдары, значит, там, или там Кудрин Алексей Леонидович, или там Греф, великие теоретики. Значит, я даже чувствовал, что я их превосхожу по многим знаниям, потому что вот они тогда были даны. Значит, они такие самоучки. Значит, была система. Видите, как складывается все. Вроде бы есть какая-то линия, а она все время куда-то жизнь ведет и ведет. Мне кажется, что все случается неспроста. Какие-то предопределения, знаки есть. Ну, представьте себе, когда мне было, ну, сколько лет там? Ну, 12-13. Футбол. Дворовые команды. Помните, кожаный мяч, такой знаменитый турнир был, создаются там. И вот мальчишки объединяются, создают команды, создали. Хотим участвовать. Надо писать записываться, чтобы тебя, эту команду взяли в соревнования. Ну, чисто самодеятельность. Это, кстати, очень хорошо. Вот этого нам сейчас не хватает в жизни. Пришли в домоуправление. Вот это первичное звено. Потом еще надо в спорткомитет идти, в районный, там, ну и так дальше. Команду оформлять. Пришли энтузиасты. Они говорят, ну что вы, а как называться команда будет? Я один из организаторов там заводил. Недолго думаю, говорю, алмаз. Чего этот алмаз? Потом столько насмешек было. Нас, когда мы проиграли, нас называли, ну, стеклорез. Как мне пришло в голову? Разве мог я даже подумать, что я когда-нибудь буду президентом алмазной компании? Да я понятия не имел об этом, обо всем. Это я просто такой, знаете, привожу ему как эпизод, который, ну, впоследствии, вот сейчас мне заставляют задуматься, многое в жизни как-то не случайно происходит. То это судьба какие-то как-то ведет людей. Во время вашего правления вы продвигали очень глобальные проекты. Ваши последователи продолжают эти проекты, как притворяются. Ну, почему нам нужны были глобальные проекты? Потому что республика, она очень резко отличается по своей экономике от других субъектов регионов Дальнего Востока. Ну, возьмем, например, вот яркий такой пример, Магадан. Ну, рядом, соседи, значит, и так далее. Казалось бы, ну, примерно одно и то же. Да нет. Магадан сугубо такой промышленный. Значит, они там все работают, большая часть промышленности, либо это горнодобывающая, либо рыбная промышленность, либо что-то с этим связано. Они зарабатывают, значит, и при прочих равных условиях им вроде хватает, значит, на жизнь. А если не хватает, им сейчас стала федерация очень сильно помогать. Да? Крайний север, затраты там и все остальное прочее. Республика не может так жить. Потому что у нас совсем другая структура экономики. У нас очень большое количество сельского населения. Значит, у нас значит, вот большие города, такие как Якутск, это огромный город. Сейчас один из самых больших вообще на Крайнем Севере. Он фактически выполняет такие специфические и очень важные функции. Значит, это функция образовательного, культурного, такого научного центра. Значит, но это же не продается на рынке. Значит, точно так же, как и село, значит, требует поддержки. И не потому, что это Якутия. Значит, ну, посмотрите, что делается на Западе. Посмотрите, как поддерживает свое сельское хозяйство Европа. Да нам и не снилось этого, как они, значит, буквально, так сказать, осыпают деньгами. Или, значит, даже Соединенные Штаты Америки и все остальное прочее. А нам-то в условиях Крайнего Севера сам Бог велел. А подходы, значит, везде одинаковые. Ну ладно, вот сложился какой-то уровень, мы там получаем сложилась у нас структура экономики, 3 базовых отрасли, уголь, значит, алмазы и, значит, золото.
Но и каждая из этих отраслей вроде бы системообразующая для нас, а с другой стороны, она сама, каждая из них стала проблемной, особенно угольная, потому что, ну, видно было, что вот уже заканчивается наше знаменитое Нервинское месторождение, надо срочно там, значит, развивать новые проекты, и угольные шахты, и Эльгу. Золотодобывающая промышленность, значит, ну, к началу 2000-х годов была разорена реформами в России начата. Значит, отдельные островки там сохранились, значит, тоже требовалось большие вложения. Значит, единственное, там алмазы, ну и то, значит, было видно, что, ну да, на первые десяток лет алмазная промышленность будет устойчиво работать, а вот уже за 2010, 2015, 2020 году уже будет проблема. Федерация, значит, надо дать должное, к тому времени, к началу 2000-х годов, они прекратили, знаете, заниматься таким волюнтаризмом, всем там, кто больше попросит или кто больше лоббистских возможностей имеет, значит, в Москве, тот больше получит. Они вывели формулу, вот на каждого человека положено столько-то денег, вот столько-то вы получаете, это стабильная цифра. А как тогда решить те проблемы, те задачи, которые у нас есть в республике? Значит, надо, ведь социальных вопросов было очень много, именно социальных. Ну, посмотрите, значит, школы надо было массово менять, значит, они там были построены в деревянном исполнении и так далее. Огромное количество аварийного жилья. Значит, дорог нет, значит, не все же дороги там федеральные, все это на плечах субъектов федерации. Значит, систему образования, которая сохранилась в республике, в том числе благодаря Михаилу Ефимовичу Николаеву, высшего, среднетехнического, специального образования, надо поддерживать и развивать дальше. Значит, да в конце концов, значит, уровень жизни, задолженность по зарплате тогда была огромная. Ну и зарплата не низкая. Ну разве это зарплата для северян? Надо искать средства. Значит, только сами можем сделать. Вот отсюда и как бы просто необходимость была, значит, создать такие новые отрасли, которые на долгие годы вперед, значит, могли бы, ну, обеспечить будущее республики. Я не хочу сказать, что все это изобретено было вот мной и моими коллегами. Мы опирались на самом деле на то, что было сделано давным-давно. Если уж там глубоко заглянуть в суть этих, как бы, наших идей, это все в фундаменте, там где-то еще идея Максима Кировича Амосова, значит, поколение многих людей, того же Гаврила Иосифовича Черяева, Юрия Николаевича Прокопьева. Значит, да, в конце концов, мы вот уже в 90-е годы, во времена Михаила Ефимовича Николаева, у нас была утверждена федеральная программа развития Республики Саха-Якутия до 2005 года, десятилетняя. То есть, как бы, наработки у нас было много, теперь надо было их реализовать. Нелегко это сделать. Это нам так кажется, что вот мы такие богатые, значит, и так далее. Как говорят, знаете, за морем телушка-полушка, да рубль перевоз. Да, значит, есть у нас природные ресурсы, но их же, значит, только незначительная часть из них может быть рентабельна. Да и вообще в те годы, значит, никто и думать ничего не хотел там про севера, про Якутию и так далее, и так далее. Поэтому потребовались, конечно, колоссальные усилия для того, чтобы, ну, разбудить, поднять это все. И, конечно, мы были тогда лидерами, мы буквально, значит, загоняли эти крупные компании. Значит, ну вот смотрите, 2002 год, в январе я был избран, вступил в должность президента Якутии. А уже в феврале-марте у нас были встречи с Роснефтью и с Газпромом, с этим Миллером, понимаешь, и железная дорога, все остальное прочее. Вот годы перемолоть нас, заставить, убедить, значит, раскрыть потенциал республики. Вот наше такое прям настойчивое желание не ограничиться сегодняшним днем. И я говорил и президенту Путину, и премьер-министру вот Фродков, когда уже был, говорил, что наши встречи там, или какие-то официальные заседания. Я докладываю там про текущую нашу деятельность, про то, про сё. Могу, конечно, поставить там такие вопросы, такие вопросы, но разве в этом дело? Надо двигаться, смотреть вперед и на много раз дальше. И поэтому, ну вот в этом отношении я должен сказать, что и президент Путин, и, ну, особенно вот Фродков, они поддержали нас, потому что они в этом увидели что-то такое, что можно потом в целом в России попробовать сделать. И благодаря этому и удалось, собственно говоря, и разработать схему, утвердить и привлечь необходимые ресурсы финансовые там, и иные, и заставить эту машину завертеться. Вот в этот период времени мы, конечно, были лидерами. Значит, что бы там ни говорили, там, значит, мы всеми
заставляли, управляли, приглашали, не мытьем да катанем и так далее, и так далее. Мы и вели их за собой, в том числе крупные компании и так далее, и так далее. Но времена идут, времена меняются. С одной стороны, все по инерции идет, а с другой стороны, укрепившись, теперь они уже начали говорить, значит, как бы, вот, у нас там такие интересы, сякие, поэтому у моих последователей, Егора Афанасьевича и Арсения Сергеевича, у них как бы роль теперь уже другая. Теперь им приходится как-то, ну, не вести их, а как-то с ними находить общий язык и так далее, и так далее. Многое все-таки упустили, в том числе мы сами. Значит, ну вот особенно мне жалко Южная Якутия, там все эти наши проекты по металлургическому комплексу, по добыче железной руды, газохимическое, газоперерабатывающее производство, которое сейчас в Амурской области, все это наше. Это мы написали, нарисовали эти проекты, они туда перекочевали. В этом отношении, конечно, упущение. Но сейчас вот есть попытки новую сделать план, новую схему, и я их поддерживаю. Почему? Потому что вот то, что мы тогда делали, мы все-таки как бы с позиции тогдашних взглядов. Сейчас, значит, появились совершенно новые возможности. Очень сильно вперед двинулась наука, очень сильно вперед двинулись технологии. Много из них можно сейчас реализовать в республике. Вот посмотрите, мы говорим о биотехнологиях, значит, которые основаны на генетических исследованиях, на попытках там как бы влиять на генофонд, значит, на выведение новых живых организмов или организмов старых, но с новыми свойствами и так далее. Вообще, значит, вот эта вся как бы проблематика генетическая, ну, это для нас. Это для нас, потому что, пункт первый, вся наша природа, приспособленная к крайнему северу, имеет совершенно, значит, иные, будем говорить, ну, параметры с точки зрения жизнедеятельности, чем во всем мире. И смотрите, за короткий период времени любому нашему растению надо пройти такой путь, который оно там проходит полгода, допустим, когда начинается весна. Значит, в нем есть очень биологически такие генетически заложенные процессы, значит, происходят. Это предмет исследования, предмет использования. У нас есть, вообще-то говоря, наука фундаментальная. Значит, сколько у нас академических институтов, на это все можно направить. Значит, тот же самый университет, теперь федеральный и так далее, и так далее. Все это надо соединять и искать что-то новое. Или, например, нанотехнологии. Ведь при помощи нанотехнологии можно получить и уникальные материалы, которые нам нужны для крайнего севера. Можно решить такую задачу актуальнейшую, как решить энергетическую проблему. Потому что ведь главная проблема в энергетике – это вовсе даже не откуда взять эту энергию, от солнца там, или от ветра, или от сжигания угля, а как ее передать. Значит, можно же, вот когда приезжал Зарек Салферов, он же много раз он же нам в Якутске говорил, что вот надо явление сфер проводимости при помощи новых технологий как-то работать над этой темой. Вот это, значит, как бы направление мы можем развивать, потому что у нас и люди есть, и кадры, и институты, и, значит, давние наработки. И из тех проблем Севера институт чего тут стоит. Вот в системе образования очень сильно физико-математическое направление. Мы почему-то, вот для меня это всегда было странно. Вот химико-биологическое как-то немножко у нас хромает. Значит, ну, может, традиции такие или там еще что-то. Значит, хотя биология вроде как нашим коньком должна быть. Ну, как так получается? А вот физико-математическое очень сильно. И, значит, конечно же, вот эти вещи, связанные с кибернетикой в широком смысле этого слова, с системами управления, с искусственным интеллектом и так далее, это вещи, которые мы могли бы тоже очень сильно развивать. Это не значит, что мы должны отказаться от старых таких идей. Значит, мы должны как бы реанимировать то, что мы не доделали, значит, на новой технологической основе делать, потому что ну, жизнь есть жизнь, значит, и базовые основы экономики должны быть, на их можно развить новые технологии. Значит, надо новые направления, нужны новые люди, новые лидеры, новые идеи. Наша знаменитая схема Якутия 2020 очень много дала. Ну, появились новые предприятия, значит, новые целые отрасли народного хозяйства, изменился транспорт, энергетика, значит, люди, как бы появились новые профессии, где работает наша молодежь.
Значит, конечно, я еще раз говорю, я далек от мысли, что мы там все сделали. Там очень много чего мы не доделали, не сделали, что надо дальше делать. Но даже от того, что сделано, мы могли бы иметь значительно большую отдачу. Но, к сожалению, есть два очень таких важных обстоятельства. Первое, оно не касается республики, а скорее решается на федеральном уровне. Они же все время значит, льготируют все эти крупные монополии и так далее, значит, мотивируют там особыми их задачами, сложностями. «Газпром» получил беспрецедентные льготы. Вот я на заседании правительства России на вопрос тогда заместителя председателя правительства Алексея Леонидовича Кудрина, когда Якутия станет бездотационной, ответил абсолютно определенно. Тогда, когда будут введены наши газовые промыслы и Чайницкое месторождение газа. Ну вот оно введено. А почему же мы не становимся бездотационными? А потому что за это время они умудрились освободить их от налогов, причем по большей части от тех, которые должны идти в республиканский бюджет. То же самое, значит, по нефтяникам и так далее, и так далее. Это я всегда считал, что неправильно. Понимаете, освобождать от налогов надо тех, кто делает какую-то высокотехнологичную продукцию. А значит, те, кто добывает природные ресурсы, ни в коем случае никогда не должны освобождаться. Если налоговая система такая, что делать нерентабельным этот ресурс, так лучше его не добывать, пусть он для будущих поколений лежит. Значит, так не можешь платить стандартные налоги, ну и нечего копать, ковырять землю. Это неправильно, это ошибочно. Это вот одна сторона дела. Почему мы полной отдачи не имеем. Другая сторона дела, это, конечно, мы сами не используем эти возможности. И прежде всего по наполнению кадрами этих новых проектов. Где-то это удается. Скажем, Транснефть, вот, Сила Сибири, там более 2500 человек наших ребят работает. Вот Газпром, вернее, Транснефть, это Восточная Сибирь, Тихоокеан, а Газпром, Сила Сибири, там 83% наши местные ребята. Но это же не везде. Значит, и в нефтегазовом комплексе, там непосредственно на промыслах, и в горной промышленности. Но для этого мы сами должны, во-первых, руководить этим процессом, требовать с этих вот наших компаний, которые там работают. И не только требуют, но создавать и определенный механизм, определенную систему ипотеки жилищной, определенную систему направления туда кадров, подготовки и так далее, и так далее. Это должна быть такая жесткая совместная работа, чтобы мы могли воспользоваться плодами этой создания промышленности. Она была начата, но, к сожалению, как-то потеряли к ней интерес и внимание. Поэтому, я думаю, вот эти два направления все-таки надо на федеральном уровне ставить вопросы о возврате этих налогов. И восприятие этой промышленности как своей, что мы там должны работать, оно должно быть. Значит, вот эти два направления помогли бы уже сейчас использовать тот потенциал, который есть. Но в будущем он еще лучше потенциал. Мне вот приходилось такие алармистские такие настроения слушать. Да вот, все плохо, ничего подобного. У нас есть очень хорошие перспективы для хорошего развития. Все от нас зависит, от нашей энергии и воли. Большая литературная премия. С вашей помощью и были награждены выдающиеся литераторы Якутии и России. Эпос Аланхо – это тоже ваш, можно сказать, большой проект, который очень успешный проект. Сейчас он все больше и больше развивается. Вы сейчас живете в Москве. Со стороны, каким видится якутская культура? Есть сейчас такое, всеобщее, что ли, убеждение, что вот, для чего существует вообще, производство, да? Производство существует для того, чтобы получить прибыль. Вот это закон капитализма и так далее. Это неправильно, на самом деле. Да, это так трактуется, так говорится, так внушается людям. На самом деле, все существует для того, чтобы удовлетворять потребности человека. А потребности человека, они очень разнообразны, и широкий круг такой. И я бы сказал, материальные потребности, они даже не на первом месте. Они бывают, принимают гипертрофированное такое выражение, знаете. Когда человек ведет себя как крест, пытается все, понимаешь, больше и больше себе присвоить и так далее, и так далее. Или как Скуперфильд из книжки «Приключения Незнайки на Луне». Да.
А на самом деле не в этом смысл жизни и не в этом. Значит, смысл жизни человека, у него есть такие творческие потребности, у него есть душа. И, конечно же, грош цена всем этим каратам, кубометрам, километрам. Значит, если мы, значит, не говорим о том, что должен развиваться человек, должно развиваться общество, и прежде всего в духовном плане и так далее. Сама духовная жизнь, она ведь как бы не просто так рождается, она рождается из общения человека с природой. Общение между собой – это одно дело. В человеке заложены гены, на самом деле, которые заставляют его общаться, интересоваться другими людьми, испытывать чувство сострадания, чувство коллективизма и так далее, и так далее. Это ложь и неправда, когда говорят, что человеку волк и так предопределил природу. Ничего подобного. Если бы так было, человек бы не смог существовать как биологическое существо. Но, смотрите, человек заполнил всю планету. Он отличается этим от всех других живых существ. Те, когда перемещаются в другие природные зоны, то меняется физически, меняется их биология и так далее. Они превращаются в другой вид. Вот возьмем медведя, вот белый медведь, а вот бурый. У них вон там в глубине один родственник. Но они, попав в разную природную среду, настолько изменились, что сегодня биологи говорят, это не один и тот же вид. Это совсем разные виды животных. Хотя внешне они еще друг друга напоминают. А человек остается человеком как одного и того же вида, но он занял всю планету. Как он занимает всю планету? Он по-разному взаимодействует с разными природными, значит, зонами, разными природными условиями, природной средой. На основе этого рождаются этносы. И получается, что способ существования человека меняется не человека, меняется его взаимодействие с окружающим миром, значит, на базе которого возникает такое понятие, как этнос. Значит, и вот от этого взаимодействия, от этого процесса этногенеза рождается культура. Вот это наше богатство. Вот человек погибнет, если все будет унифицировано. Его не будет существовать. Мозаика, значит, такая, из которой состоит все человечество. И поэтому, значит, любая культура требует поддержки, значит, требует раскрытия этих особенностей, требует раскрытия во времени, тем более время перед любой культурой ставит очень сложные задачи. С одной стороны, надо адаптироваться, выходить на какой-то новый уровень в связи с глобализацией и так далее, и так далее. А с другой стороны, надо сохранять свою идентичность. Сложнейшая такая задача. Как это вписать два вот этих разных процесса? Значит, и поэтому вот перед нами и всегда стояла задача как бы во всем на многообразии работать. Значит, и как бы Аланху, сохранение, значит, наших старых традиций, может быть, приобретающего какие-то новые формы в постановках и так далее. Сохранение, значит, старых вот традиционных праздников, там, СЭХ, которых, кстати, тоже заслуживает быть шедевром ЮНЕСКО, так, если так глубоко этим заняться. Материальной культуры, которая у каждого народа разная, и которая, ну, настолько самобытная. Значит, ну вот хотя бы, допустим, взять изделия наших мастеров. И не обязательно это резьба искусства. Элементарно, из конского волоса, все остальное, это же просто произведение бывает искусства. Это такая работа. Значит, с другой стороны, значит, новые формы надо осваивать. Вот кинематограф. Помните, у нас «Журавни над Ельменем», потом «Повеление Чингисхана». Это, как казалось, такие вот попытки, ну, как-то вот вписаться, требующие больших денег, затрат, усилий, значит, творческой какой-то отдачи. А сейчас, пожалуйста, якутский кинематограф – это уже целое явление, как бы, которое изначально способность людей вот такому творчеству раскрывает. Или наш театр, который с легкой руки Андрея Исаевича Борисова там приобрел такое звучание, значит, общероссийское, и даже, значит, перешагнул в границу России. Теперь он требует как бы развития. Без этого ни народ не может существовать. И это одна из таких ключевых, коренных потребностей человека. Да не только дело, значит, в хлебе и мясе. Значит, вот в этом. И вот эти культурные проявления самые разнообразные. Если хотите, и спорт, значит, туда относится и так далее. И должна быть выстроена целая система. Целая система. Вот как бы нельзя отдельными такими кусочками брать и так далее. Но чтобы было вот как бы понятно, вот я могу сказать в мирном
Вот у нас были споры, значит, я, будучи президентом республики, настаивал и заставлял, значит, чтобы был создан мирный театр. Деньги, большие деньги надо было вложить, построить новое здание там, и так далее. Все это мы возложили, естественно, на компанию «Алроса» и так далее. Они говорят, да нет, ну это мы сделаем какое-нибудь раз на стадии культурное учреждение. Зачем нам театр, зачем нам труппа? А вопрос был поставлен так. А вот затем, что у вас есть филиал университета? Есть. Вот этот молодой человек, который туда приехал, начал учиться, что он должен приобрести за время обучения в этом филиале? Значит, только ли специальные знания, значит, знания горняка или нефтяника? Значит, да, у вас там, может быть, самые лучшие на планете алмазники, которые могут передать этот свой опыт. Да, у нас тут работают крупные компании в нефти и газе, они тоже, значит, преподают, опекают, поддерживают, но это уже мало. Человек, который имеет высшее образование, должен быть как бы с широким кругозором и, значит, очень хорошей подготовкой. Поэтому и спорт, вот там в дворе спорта, там стадион построили, и культура, и театр. Именно театр, чтобы настоящий театр был, чтобы и своя труппа была, и приезжали. Только так, значит, можно, ну, найти сочетание, что ли. Так не получится. Значит, один бизнес, значит, одна экономика, мы потеряем смысл в жизни. Поэтому это очень такие важные, тонкие вещи. И это же работа не только такая, знаете, что-то такое явление. Это нужно, значит, явление культуры какое-то. Выиграли какой-то конкурс, значит, имени Чайковского и там или еще что-то. Это все важно и нужно. Но надо, чтобы, значит, все это прямо с детства, снизу, из населенных пунктов. Или та же самая монументальная культура, ну, допустим, памятники, стеллы всевозможные. Если нас сейчас с вами попросят, значит, положат, ну, разные типы, картинки типа людей. Кто из них красивый? Да мы с вами выберем примерно одинаково. Значит, так, а итальянец другой тип выберет. Значит, почему? Откуда это у нас взялось? Да это формировалось с самого детства. Когда мы с вами книжку открывали там, про, значит, Василису Прекрасную, или по сказке по мотивам там Аланхо и так далее, мы оттуда это все впитываем. Когда человек выходит на улицу и видит ну, какую-то хорошую архитектуру, какие-то памятники, значит, и так далее, это все откладывается. В этом душа и в этом тяга к родному. Делаем фильм с условным названием «По следам Ивана Гончарова», который, ну, без малого 170 лет назад проезжал через наш край, и он очень хорошо описал и быт, и этнографию. И в 2002 году, оказывается, тоже с вашей помощью писатели российские приезжали, была экспедиция литературная по этим местам. Есть книга, вы их принимали, вот эта дорога начала строиться до Усть-Мая и дальше, да? Хотела бы узнать, почему вы поддержали этот проект? Мы вели очень активную работу с администрацией Хабаровского края, значит, чтобы вот эту дорогу Якутск, Усть-Мая, значит, Нелькан и Аян превратить в федеральную дорогу, выхватить федеральные деньги и сделать ее прям федеральной дорогой. Мы мотивировали тем, что надо связывать два субъекта федерации. Мы хотели получить выход к морю, значит, напрямую, ну, для разных целей. Значит, а с другой стороны, значит, как бы потом, в дальнейшем, мы думали о том, что она может получить развитие, свернув на Комсомольское море, и мы бы прямо получим выход прямо на Дальний Восток. Ведь нам сейчас петлю надо делать, чтобы попасть в Приморье или там в Хабаровский край и так далее. Но это чисто такие утилитарные как бы вопросы. А вообще говоря, значит, когда мы на этой трассе, что ли, ну, я там бывал в некоторых местах, посмотрел, как это может быть и так далее. Там же очень старые поселения были, потому что это все развивалось до революции, еще там и телеграфная линия была, там и крестьян расселили, там и скот начали содержать. Значит, будем говорить, это считалось такая, значит, что ли, магистраль, поэтому там все, значит, пронизано историей. Пронизано историей. История народа Саха, история коренных народов, которые там есть. Значит, там вот в Хабаровском крае, значит, вот был один человек, Нив,
значит, с которым мы знакомы были несколько лет подряд, и там приезжал, с ним встречался, понимаешь, он там, значит, жил постоянно. Зимовье у него было, там и бывало. В общем, конечно, такие еще и красиво, и таинственно, и сложно, там через горы и все остальное прочее. Грубо говоря, поэтому и наши писатели так стремились по следам первопроходцев пройти, почувствовать, что же они чувствовали, когда там были, когда там жили. Поэтому тут все в одном. И экономика, и география, новые перспективы для республики. Кстати, Арсений Сергеевич тоже этой темой интересовался и, как бы, наверное, продолжит эту работу. И, значит, старина, история.